Во-первых, у Мустафы Джемилев именно фамилия, не Джемилев. Вы специально коверкаете его фамилию для того, чтобы унижать Мустафу Ага Джемилева. Только чтобы вы понимали, когда вы оскорбляете Мустафу Ага Джемилева, вы оскорбляете весь крымско-татарский народ, потому что он не просто диссидент, он не просто человек, который отдал какую-то там часть своей жизни, проведя в тюрьме, там, боровшись с Советским Союзом, как вы там говорили после эфира. Нет, он лидер крымских татар, и пока им остается. И поэтому, когда оскорбляете такого человека, как Мустафа Джемилев, вы понимаете, что вы оскорбляете весь крымско-татарский народ. И я хотел бы, чтобы все-таки вы проявили свою гражданскую позицию, вы показали, что вы крымские татары. Я сейчас не по какой-то там политике вас призываю, там кричать с флагами, бегать по Москве, Крым, это Украина, не надо. Вы хотя бы Мустафу Джемилева вот так вот защитите, потому что, защищая своего лидера, к которому относится Мустафа Джемилев, и я знаю, что, в принципе, многие из вас об этом понимают прекрасно, о чем я говорю, вы защищаете, в принципе, и своих внуков, и своих правнуков. Потому что, не защитив в таких позициях своего лидера, мы, естественно, в будущее плюем таким образом. И я хочу, чтобы они меня услышали, и хоть кто-то из них должен выйти и сделать или пикет прямо перед Останкино, или одиночный пикет пусть сделают, или хотя бы пусть заявление сделают от диаспоры, что они возражают вот такому поведению, когда обращаются к лидеру крымских татар. Именно защитить даже не Мустафу Джемилева, он в защите не нуждается, а своих внуков и правнуков.